Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что вас скоро порадует, что вас скоро очень удивит. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свои временные рамки. Пожалуйста, не загадывайте слишком продолжительный срок. Постарайтесь ограничиться 2-3 неделями максимум. Давайте посмотрим, что скажут нам высшие силы. Что вас удивит, что вас порадует. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе, смотрите, к вам кто-то плывет, в лодке плывет. А вы прям заглядываете в эту лодку, глазам своим поверить не можете. К вам скоро кто-то приедет. Придет, либо приедет. Но мне больше идет, что приедет. Кто-то удивительный, кто-то желанный, кто-то, кого вы действительно будете безумно рады видеть, о ком скучали, в ком нуждались, за кого переживали. Может быть, это жених в интернете, да? Может быть, это кто-то из родственников, может быть, это подружка, с которой вы много-много лет не виделись, месяцев не виделись. Может, и еще кто лучше, понимаете? К вам в лодке кто-то едет. И человек об этом в своем приезде вам заранее сообщит. И вы прям будете ходить в окно выглядывать, да? Либо дни считать, в календарике вычеркивать, минуты считать. Прям будете чувствовать возбуждение, да? Такое радостное покалывание. Ох, еле-еле дождетесь, когда человечка встретите, у вас такие крепкие объятия, прям обниматься будете, целоваться будете, прилив счастья испытать. Это не про радость, это именно про счастье. Человек приедет, человек придет, но больше мне все-таки идет приедет. Откуда-то издалека, скорее всего, человек едет. Встреча просто на миллион. Тут будете ходить, улыбаться, понимаете, сами себе будете улыбаться. Вот настолько у вас прекрасное настроение, настолько много радости именно от встречи с этим человеком и от самого события. Даже приехал, наконец-таки я дождалась, либо дождался. Мужчины здесь одинаково, тоже на себя просто переворачивайте, к вам кто-то приедет. И, конечно же, вы будете счастливы. Дальше. У вас стрелки разворачиваются по направлению вправо. Раньше почему-то влево были стрелки ваши, теперь вправо уходят. Стрелки влево — это не по плану, события не по плану, это какие-то помехи, это какие-то вмешательства, это отток, да, то есть если влево от вас уходило, не приходило к вам, а наоборот от вас уходило. Теперь стрелки в вашей жизни, направляющие стрелки, разворачиваются вправо, в вашу сторону. Видите, 1 стрелка, 2 стрелка, 3 стрелка. А те, которые в левой стороне, они как ровными становятся. Это уже не стрелки, а просто линии. Возможно, вы что-то делали, проводили какие-то обряды, ритуалы, читали молитвы, ходили в церковь, зажигали свечи. Может быть, вы к кому-то обращались, да? Может быть, загадывали на что-то. Здесь буквально радикально, диаметрально все меняется, от худшего к лучшему. Здесь и радость, и удивление. Во-первых, вас удивит, что такая радикальная перемена происходит. Во-вторых, возможно, вы начнете вспоминать, а что я такого сделала, да, может, действительно какой-то ритуал, и вы скажете, надо же, да, какой крутой рабочий ритуал. Вот действительно у меня сработал на все 100, на 1000, на миллион сработал. И радость от того, что вы прям ощущаете, что жизнь меняется, что теперь вы центр событий, да, к вам приходит, а не от вас уходит. Это, конечно, очень приятно и очень хорошо. Если вы занимаетесь своим делом, своим бизнесом, ждите прирост в клиентах, прирост в доходах, прирост в прибыли, в заказчиках. Я не знаю, бизнес у вас, конечно, выстрелит. Если вы на кого-то по найму работаете,
то у вас будет меньше проблем на работе, но при этом больше будет внимания к вашей персоне. Прям будут замечать, и коллеги, и руководство будут замечать, насколько вы славный сотрудник, насколько вы замечательно справляетесь со своими должностными обязанностями. Вот, незаменимая, да, незаменимый. Прям много-много внимания идет и очень положительного внимания в вашу сторону. Опять же, работы будет меньше, да, меньше будут вас там напрягать, гонять. Мне идет, что работы меньше, а как бы денежка хорошая идет, там премии еще начнут вам выписывать. Ну, замечательный, положительный момент. Это каждому желаю, пусть отыграется в миллион раз лучше, чем я это вижу. Дальше. Страус, большой страус, вытянул голову из песка и готов к каким-то действиям. У страуса яйцо на спине. Ну, обычно страусы что, несут эти яйца, и они их высиживают. А тут как бы обратная картинка. Яйцо, видите, оно на спине у этого страуса. Возможно, это вы и ваши идеи. То есть по каким-то причинам вы не могли реализовать свои задумки, свои идеи. Вам, возможно, было страшно, возможно, вы не были уверены в себе, возможно, какая-то обстановка, атмосфера, что-то на вас влияло и давило. Вот, теперь ваше время пришло, и вы такая, ну все, хватит ждать, хватит терпеть, а ну-ка займусь я этим новым, да, возьму за это новое дело. И вы не прогадаете хорошее время для вас, опять же, стрелочки направо смотрят, вы больше не боитесь, вы активно беретесь за что-то новое. И это новое очень быстро начинает приносить вам результаты, вы чувствуете себя шикарно, вы в себя поверите, вы сама себе, либо сам себе докажете, что вы все можете. И бояться это не про вас. То есть зря я время теряла, да, зря я боялся. И также, мои хорошие, если у вас отношения, но отношения в какой-то момент вошли в состояние болота, то есть мужчина, допустим, либо женщина не хотели выводить ваши отношения на новый уровень. Может быть, там мужчина боялся делать вам предложение, либо съезжаться с вами боялся. То же самое женщина могла говорить, что вот я не могу, давай там не будем спешить. Может, вы оба боялись, либо кто-то из вас боялся там ребеночка заводить, да, потому что все-таки яйцо показали. Но теперь все меняется, да, жизнь улучшается, опять же, вот эти стрелочки, и больше страха нет. Ни у вашего партнера нет страха, ни у вас нет страха. И вот активность, смелость дает свой результат. Это яйцо, поверьте, принесет вам много-много удивительных моментов, радостных и счастливых моментов. Потому что яйцо, оно всегда к хорошему. Тем более у вас оно не разбитое, и оно у вас очень крупное. Еще и на спине у этого страуса. Замечательный знак. Дальше вас очень сильно удивит какая-то ситуация, либо момент, где что-то можно получить бесплатно, да, ничего за это не платя, не делая. Возможно, у вас другие данные, другая информация, что там нужно платить большие суммы, еще там ждать, договариваться, уговаривать кого-то. А окажется, что можно все получить очень быстро и бесплатно. У вас глаза загорятся, вы скажете, да как так, да, как так? Почему я об этом не знала? Этой бесплатной возможностью вы точно воспользуетесь, еще и других людей научите. Смотрите, и вы воспользуетесь, и другие воспользуются, и вы в глазах этих других людей, вы просто героиня и герой. Но потому что вы не зажали информацию, вы поделились этой информацией. И вы будете в шоке, даже не просто удивлены, вы будете в шоке, насколько люди могут быть благодарны, да, насколько люди умеют быть благодарны. Скорее всего, вы никаких благодарностей не ждете, вы просто вот за сколько купила, за столько и отдаю, да, совершенно бесплатно, бескорыстно с людьми делитесь информацией. А люди прям такие, о, она нам сообщила, глаза открыла, да, вот дала такую ценную информацию, мы должны ее отблагодарить. То есть мне еще идет, что какие-то подарки будут в вашу сторону, вы такая, да не надо, я же ничего такого не имела в виду, я просто хотела помочь там. Поделилась информацией, люди, нет, ты достойно, бери. Да, еще какие-то подарочки получите от благодарных людей. Смотрите, и сами возможностью воспользуйтесь бесплатно, и других научите, и благодарность получите, и подарочки придут. Конечно, вас это и удивит, и шокирует, и порадует. Такой прям славный момент. Бесплатно это хорошо. Да? Бесплатно. Иногда бывает, крайне редко, но тем не менее. Получится, что-то получится.
воспользуетесь, по крайней мере, точно воспользуетесь. Дальше показывают какое-то старое дерево. Ну, действительно, возможно, дерево, да, у вас в саду есть дерево, либо где-то на даче есть дерево, и вы такая, ну, типа старое, там уже особо плодов нет, там не особо цвело весной. Вообще не ждете, да, что будет урожай. Но, несмотря на то, что дерево старое, возможно, там обломанное, очень богатый урожай созреет на этом дереве. Вы как увидите, вы аж ахнете, скажете, ну ё-моё, кто бы мог подумать, да, красота-то какая. И что мне теперь с этим делать, да, с этим урожаем? Его собирать надо, куда-то пристраивать. Прям сердце порадуется, да, прям поблагодарите это дерево. И также деревьями могут показывать род и семью. Старое дерево, возможно, это какие-то родственники, которые много-много там лет вместе, либо, может быть, это какие-то бабушки, дедушки. Ну, тогда плоды урожая, это будут какие-то подарки, либо какая-то помощь, может быть, от родственников придет. Но это будет приятно. То есть вы не ждете, но вы это получаете, и вам это будет приятно. И также, возможно, у вас когда-то были с кем-то отношения, там много-много лет назад. Там, ну, просто там детские, юношеские отношения. Вот. И время прошло, да, и вы с этим человеком опять встретитесь и поймете, что а искры-то остались, да, а угли еще не потухли, а у кого-то еще такая тема проиграется. Ну, либо, по крайней мере, у человека к вам еще там чувства остались. Человек такой, ну, я тебя не забыл, никогда не забывал, я там тебя люблю, до сих пор люблю, там всю жизнь любил. И вы такая, ничего себе, вот это поворот. Но вам будет точно приятно, да, это будет неожиданно, это будет очень приятно. Так, большой паук в своей паутине запутался. Ну, пауками обычно показывают манипуляторов, людей, которые воздействуют, подавляют, управляют, плетут интриги, да, создают интриги. Паук запутался в своей паутине и очень в таком беспомощном положении завис. С одной стороны, по делам этому пауку, да, нечего там людей с друг другом стравливать, либо плести эти свои интриги. А с другой стороны, вам будет жаль этого паука. И у кого-то даже так и проиграть, что вы будете помогать этому человеку, да, справиться с его проблемами. Удивительно то, что такой сильный волевой человек сам в своих же махинациях запутался. Но радостно от того, что вы можете помочь, да, либо радостно от того, что человек получает по заслугам. Опять же, ситуации разные, люди тоже разные, и вы по-разному будете относиться. Ну, будете помогать, либо будете просто наблюдать, если вам этого человека там не жаль, либо вы считаете, что человека там по заслугам получил. Ну, мне кажется, что после этой драмы этот паук, он уже как потише станет, да, либо перестанет плести свои паутины, может быть, как уйдет на покой, возможно, да, у кого-то отыграет, что человек просто скажет, все, с меня хватит, я уже в это все не играю, слишком там стара для этого, либо стар для этого. Ну, может быть, ваш добрый поступок произведет впечатление, человек скажет, блин, я такая сволочь, но при этом вот добрая душа и мне помогает, зачем я вообще этим всем занимаюсь, да, совестно станет человеку, как на исправление пойдет. Дальше показано, что вы на ком-то сидите сверху и не хотите вставать, да, там человек вас будет просить, пожалуйста, встань, отпусти меня, вы такая, нет. Нет, теперь как бы я на тебе сижу, и ты будешь делать то, что я хочу. Вам, скорее всего, удастся, либо вы этого добьетесь, чтобы какой-то человек сдержал свое слово, либо чтобы какой-то человек отвечал за свои слова, либо чтобы какой-то человек признал вашу силу, вашу правоту, либо ваши способности. Вы этого добьетесь. Вам будет очень тяжело, я тут обманывать, лукавить не буду, но с другой стороны, вы прям 100% добьетесь своего результата. Радостно вам от того, что человек сдается, признает. И удивительно, что человек
какого-то как робкого десятка вот мне идет, да. То есть внешний человек выглядит таким прям сильным, в себе уверенным, но когда дело дойдет до выяснения отношений, либо до драки, ну даже в переносном смысле, да, кажется, что человек там предпочтет сразу упасть и лечь, чем там бороться, сопротивляться. Вы такая, ничего себе, слабак, да, либо слабачка. Ах, если бы я раньше знала, ничего бы этого не было. Вот, ну сверху будете сидеть и вполне себя комфортно чувствовать. То есть это ваша законная победа, и вы ее одержите. Еще у вас здесь показаны дороги. Но дороги непростые, дороги какие-то запутанные. Возможно, вы раньше ездили в этом направлении, и как-то все было легко и просто, да? То есть от точки до точки вы там проезжали по прямой. А теперь вам придется какими-то там объездными тропками, козьими тропками пробираться, добираться. И времени больше уходит, и вы такая, ну, что происходит, да, куда мир катится, вместо того, чтобы облегчать людям жизнь. У нас все как бы запутывает, а может ремонт на дорогах, может какие-то там моменты еще там связанные там с трафиком, либо с переносом чего бы то ни было. Сложно будет преодолеть знакомый маршрут. Либо знакомый маршрут превратится в незнакомый маршрут, да? Больше времени потратите. Здесь как бы немножко досада идет, но с другой стороны, когда вы до точки назначения доберетесь, до пункта назначения, вот эти эмоции, что наконец-таки я приехала, либо доехала, сразу уберут весь этот негатив. Туда вы едете с приключениями, а назад как-то уже нормально. То ли вы адаптируетесь, пока доедете, то ли вы уже с пониманием относитесь, такая, ну типа нормально. Это непростая дорога. Так, еще я у вас вижу женщину. Эта женщина, она принесет вам свои извинения. Не могу сказать за что, не могу сказать по какому поводу, но она будет перед вами извиняться, и она вам в знак примирения что-то даст, либо подарит, ну как подарок, подношение. Может быть, даже что-то вернет, допустим, да, если она у вас что-то взяла, либо претендовала на это, вы из-за этого поссорились, и вот она это приносит и говорит, ну забирай, я как бы не хочу с тобой портить отношения, просто забирай себе. То есть вы этого не ждете, вы не думаете об этом, возможно, вы даже смирились с этой ситуацией, и тут, пожалуйста, она у вас появится на пороге, либо будет искать встречи с вами для того, чтобы перед вами извиниться и, например, вам что-то подарить, либо отдать. Неожиданно и приятно. То есть вы такая, ну, зачет, да, я принимаю, почему бы и нет. Вы человек здравый, и вы понимаете, что конфликты никому не нужны, да, конфликты никаких плюсов не приносят, только лишь раздражение, агрессию, неприязнь, а это не самое лучшее, да, и стоит этого избегать. Ну, как-то вы так полюбовно с ней, да, все обсудите, договоритесь и разойдетесь спокойненько, да, вот не останетесь врагами, вопрос между вами точно решится. Дальше, с левой стороны за мужчиной лошадки бегут. Смотрите, раз лошадка, два лошадка, три лошадка. И мужчина такой в шоке, он говорит, господи, это же табун, они бегут на меня, что мне делать? У кого-то отыграется, что вы мужчина, и за вами будут просто вот гоняться работодатели, да? Работа за вами будет гоняться. Это лошадки, да, знак работы, но они разные. Вот эта лошадка средняя, это крупная, это прям маленькая, да, маленькие пони. Вот. Но у вас шок от того, что все вас хотят, либо все хотят с вами работать. Возможно, раньше никто не хотел, либо вам очень сложно было найти работу, вы везде там эти отказы получали. Либо сталкивались с тем, что все вакансии уже заняты, и вы, например, с хорошим образованием, с приличным опытом не могли там трудоустроиться. Либо вынуждены были браться за любую работу, лишь бы денег заработать. А тут, как бы видите, лошадки просто за вами скачут, вы бежите от них, да, потому что вы в шоке, вы не понимаете, что это и как вам с этим поступать. Клиенты еще у кого-то могут быть. Вот если вы работаете с клиентами, да, возможно, клиенты возвращаются, может быть, клиенты там уходили, пробовали с другими людьми посотрудничать, получили свою какашку, теперь сделали правильные выводы и возвращаются к вам, хотят с вами, ну, потому что вы лучший, да, вы лучший из всех, и люди осознали свои ошибки. И также, мои хорошие, если вы женщина и рядом с вами мужчина, у кого проблемы с работой, может быть, это муж, может быть, парень, может быть, сын,
там брат, отец, да, это уже не важно. И вы очень сильно переживали, там, может, сами даже пытались ему работу найти, и никаких откликов, ответов не было, то теперь вот шок от того, что целый табун, да, целых 3 лошади скачут, и все вот хотят этого мужчину. Тут очень волнительно все будет, и про радость я говорить не буду, да, потому что это всего лишь предложение. Вот. Радость уже, я думаю, потом придет, когда там на собеседование мужчина сходит. Ну вот волнительно и шок, да, что вот сразу 3 лошади, и сразу вот все меня хотят. Да, надо будет, конечно, вам задуматься, какую из них выбрать, так, чтобы не прогадать. Ну вот видите, да, эта лошадка средняя, это прям очень крупно, а это прям крошечка. Ну как пони мне идет какой-то. Ослик, может быть, даже не лошадка. Но тем не менее, все хотят мужчину. Так, мои хорошие, дальше идем. Вот здесь какая-то сумка показана. Ну, мне идет, что это сумка. Сумочка, сумка. Возможно, вы себе сможете позволить, да, хорошую сумку приобрести. Может быть, у вас есть уже желание какую-то конкретную сумку приобрести, а ее, например, нет в наличии. Либо она стоит конских денег, и вы такая, блин, ну как? Купить сумку в кредит, в долг, да, взять, либо там голодать, лишь бы у меня эта сумка была. Но здесь показано, что эта сумка будет ваша. То есть, возможно, даже вам ее подарят, да, любимый человек вам подарит эту желанную сумочку. Вы такая, теперь я красотка, да, у меня есть сумочка моей мечты. Возможно, на сумочку будет скидка, и вы сможете себе ее купить. Возможно, эта сумочка ваша, но вы где-то ее забыли, либо кто-то ее там прихватил, да, без спроса, и она к вам возвращается. Но вот благодаря этой сумке вы себя почувствуете как ребенок, да, радостный, счастливый ребенок. Вот казалось бы, да, что человеку для счастья надо, да, что женщине для счастья нужна. Сумка нужна. Кстати, возможно, в этой сумке там важные вещи. И действительно, вы там в такси забыли, допустим, да, и вам эту сумку возвращают. Конечно, вы радость почувствуете. Опять же, вы разные, у каждого будет свое. Кому-то подарят, а у кого-то найдется, кто-то сам себе сможет купить по выгодной цене. Но вот сумка – источник вашей детской радости, можно так сказать. Хороший такой светлый момент. Мои милые, я искренне вам желаю, чтобы в вашей жизни вот каждый день была радость, счастье и поменьше каких-то негативных и тревожных моментов. Да будет так, воистину так и будет. Спасибо вам всем, берегите себя, всем пока-пока.